Абхазия всегда была и будет надежным союзником России. Это партнерство, уходящее корнями в общую историю и геополитические интересы, играет ключевую роль в поддержании стабильности и безопасности на Кавказе, отметила секретарь Общественной палаты Гули Кичпа, открывая встречу. Я помню, когда Российская Федерация нас признала, как ликовал наш народ. Мы друг без друга не можем. В этом плане, я думаю, мы надежные партнеры. И это самые настоящие истинные патриоты России это ценят и понимают. И там, и тут мы боремся против негативных явлений. Вадим Мироненко, руководитель единого штаба помощи и поддержки Донбассу, отметил, что Абхазия одна из первых протянула руку помощи в трудные времена, оказывая гуманитарную военную помощь в зоне СВО. Одной из основных проблем в Донбассе является нехватка питьевой воды. Ее на данный момент подают по графику 3 раза в день. Люди попросили, говорят, да, понятно, там государство что-то делает, но вот именно для стариков, если у тебя есть возможность, конечно же, у нас есть машина, и у нас есть друзья, которые дадут эту воду. Но сложность, например, с границей. Как провести эту воду? Мы же не будем по бутылке таскать ее через границу, да, там больше 3 литров жидкости нельзя. Вот. Но сейчас вопрос вроде решается, вода поедет, и мы обязательно поможем этим людям. Абхазия с ее богатыми водными ресурсами рассматривает возможность предоставления гуманитарной помощи в виде питьевой бутилированной воды. Заместитель секретаря Общественной палаты Низам Хапат призвал бизнес-сообщество республики оказать в этом содействие. В рамках мероприятия состоялось посмертное награждение некоторых абхазских бойцов, погибших в СВО. Медали и удостоверения вручили их семьям. Когда война на Донбассе приняла форму, когда была масса подразделений, масса структур, не было единой организации никакой. И для того, чтобы поощрить ребят, которые там воевали, и вообще, и наших добровольцев в том числе, была учреждена награда. Вот этот крест 1-й, 2-й степени. За 10 лет этим крестом было награждено очень много людей. Не только наших граждан Абхазии, а и граждан на то время непризнанной Донецкой республики. В Абхазии множество организаций, которые с начала СВО оказывают материальную помощь штабу. Они мотивированы чувством солидарности и желанием поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации в результате конфликта. Многие из них имеют личные связи с пострадавшими и стремятся внести свой вклад в облегчение их положения. Ветеранские организации, в частности, активно участвуют в сборе и доставке помощи, опираясь на свой опыт и налаженные контакты. Такую миссию, значит, возглавил по взаимодействию с бизнес-сообществом Абхазии, чтобы их подключать. И могу сказать, что отклик получился у нас хороший. У нас есть ряд организаций, которые годами помогали штабу. Поэтому здесь вот хотелось бы мне как раз поблагодарить наше бизнес-сообщество о том, что и они, и большие, как бы они самостоятельно, в том числе, помогают, значит, Донбассу и пятнашки наши, там, и другим подразделениям, и граждане наши тоже активные, стараются, кто-то там и носки вяжет, кто-то еще что-то, письма пишет и так далее. Каждый кто-то с нами помогает, кто-то напрямую помогает, это все общий вклад, большое дело. Участники заседания подчеркнули, что помощь Абхазии не ограничивается материальной поддержкой. Важным фактором является моральная поддержка и солидарность, которые помогают жителям Донбасса преодолевать трудности. Кундашова, Рамо Камки, Абхазское телевидение.